Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу. В студии Василий Радченко и коротко о главных событиях. Родственникам разрешен допуск в реанимацию и палату интенсивной терапии в Якутии. В Ленском районе продолжают свою работу образовательные классы «Точка роста». Что они дают образовательным учреждениям? Спорт будут пропагандировать через мультфильмы, а для россиян появится специальный налоговый вычет с абонементов. Госдума рассматривает новый законопроект Минспорта. ЕТЭК имеет большие планы по социально-экономическому развитию поселка Кызылсыр. Об этом стало известно на совещании руководителя компании и главы Якутии. ЕТЭК является ведущей российской независимой публичной газодобывающей компанией с совокупными запасами газа почти 400 миллиардов кубометров. Ежегодно компания добывает 1 миллиард 700 кубических метров. На территории Якутии она владеет 7 лицензионными участками. Кроме того, компания принимает активное участие в реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Кызылсыра. В прошлом году в поселке построены 10 жилых домов для сотрудников. Также ЕТЭК ведет разработку проектно-сметной документации и строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов, строительство нового здания школьных мастерских с гаражом, капитальному ремонту уличной дорожной сети. Родственникам разрешен допуск в реанимацию и палату интенсивной терапии. Новым законопроектом предлагается закрепить в законе Якутии об охране здоровья населения право родных, иных членов семьи, законных представителей пациентов, медицинских организаций республики посещать пациента при проведении интенсивной терапии и реанимационных мероприятий в медицинской организации региона. Народные депутаты приняли законопроект в первом и окончательном чтении. Приказом установлены общие требования. Ну и здесь в требованиях по пунктам расписано, кто дает разрешение, в какое время. То есть это медицинская организация сама устанавливает. И, конечно, здесь я хочу подчеркнуть, что в инфекционное отделение, конечно, не разрешается данным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. Также я хочу отметить, что сегодня на сессии мы рассматривали те законопроекты, которые были поддержаны главой, и данный проект закона получил поддержку главы Айсена Николаева. В Ленском районе продолжают свою работу образовательные классы «Точка роста». Их открыли на базе школы номер 2 в Ленске и поселке Передуй. В следующем материале узнаем, что дают классы образовательным учреждениям и какова их главная цель. Первые классы «Точка роста» начали работать в Ленском районе в сентябре 2019 года в селах Мечинча и Нюя. А в прошлом году образовательные классы открылись еще в 2 школах. Во второй городской школе и школе поселка Пеледуй. Во второй школе в рамках проекта открыто 3 класса. 2 из них классы технологий для мальчиков и девочек. Еще один шахматный класс. Во всех помещениях проведен капитальный ремонт. Классы оснащены новым современным оборудованием. На уроке технологии, возьмем уроки мальчиков технологии, просто гвоздь и молоток – это ни о чем не говорит. А когда полностью закуплены все станки и по деревообработке, и по выжиганию, и шлифовальные станки, тогда это интерес проявляется у детей, и они уже понимают, как выточить. Под классы технологий для девочек было отведено фойе на первом этаже школы. Установлены стеклянные перегородки, так образовались 2 кабинета. По точке роста мы получили швейные машинки, оверлоки, ткацкие маленькие станочки, на которых можно выполнять маленькие работы такие, знакомить девочек. Дети обрадовались появлению новых современных классов, делятся впечатлениями и рассказывают, что теперь уроки труда проходят в просторных помещениях. Стало больше места, не надо прям кучкой так сжиматься. Сейчас у каждого есть место для фартука, чтобы вышивать все. И 2 гладильные доски, и получается очень удобно сейчас проутюживать все срезы, все нитки из того, что толпой стоять неудобно это все делать. Нравятся вам уроки технологий? Оснащение одной точки роста обходится федеральному бюджету в 1,5 миллиона рублей. Управление образования Ленского района активно работает над вопросом открытия точек роста. К 2024 году в рамках проекта они должны появиться во всех образовательных учреждениях района. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск.
Власти Якутии встретятся с Росавиацией и Минтрансом по субсидированию перелетов из Якутска. В настоящее время в социальных сетях и средствах массовой информации обсуждается то, что столица нашего региона не попала в число субъектов Дальнего Востока, которые будут получать субсидии для перелетов в центральные города страны. По словам министра транспорта республики Владимира Сивцева, специальные тарифы для льготных категорий граждан сохраняются из всех аэропортов республики. Сейчас проводятся переговоры и консультации с Росавиацией по вопросу выделения дополнительных квот на субсидируемые перелеты из Якутска и Мирного. Руководством республики направлены соответствующие обращения в адрес правительства страны. Плановое отключение энергоресурсов проведут сегодня, 18 февраля, в Якутске. Это коснется электроэнергии, воды, подачи газа. Ресурсоснабжающие организации «Теплоэнергия», ЦРС и «Сахатранснефтегаз» намерены провести ремонтные работы на сетях. Ограничение горячей воды будет на улице Билибина в домах с 1 по 50. Они пройдут с 10 до 12:45 по якутскому времени. Также снижение давления подачи газа ожидается по некоторым адресам по улице Петра Алексеева и Пояркова. И отключение электричества на Мерзлотной, 50 лет Советской армии, Можайского и в ряде Сотов. Более подробную информацию можно узнать на сайтах поставщиков услуг. Напряженная ситуация с распространением коронавирусной инфекции сложилась в Аймиконском районе. Ее взял на контроль Роспотребнадзор. Глава Аймиконского района принял участие и выступил на видеоконференции по COVID-19. О чем шла речь нашему корреспонденту, рассказал его заместитель. В настоящее время эпидемиологическая обстановка в Аймиконском районе остается сложной. Есть случаи среди лиц, которые прибыли на работу вахтовым методом из других субъектов. В целом наблюдаем распространение коронавирусной инфекции путем внутрисемейных контактов и по месту работы. Такого всплеска, чтобы это было связано с какими-то общественными местами, не наблюдается. Якутянка Валерия Миронова, студентка музыкального колледжа имени Гнесиных в Москве, признана лучшим учеником 2020 года. В рамках традиционного дня учебных заведений в день основания именитой школы ей вручили награду. Подробности в материале Айсены Бурнашовой. Кристально чистый голос, красивые альты и невероятное чувство джаза. Выступления Валерии Мироновой всегда покоряют публику. Студентка Гнесинского колледжа, участница популярного шоу «Голос», сегодня признана лучшим учеником Гнесинского дома. Было приятно, что отметили. Я знаю, что это у нас премия ежегодная, я знаю, что она каждый год проходит, каждый год отмечают некоторых студентов из всей этой системы Гнесиных. Вот. Но как-то свою кандидатуру я особо никогда не рассматривала. Просто делаю, пою, играю хорошую музыку. Вот. И делаю это от всего сердца. Вручение наград лучшего ученика как дань традициям. Ровно 126 лет назад основано первое учебное заведение Гнесиных. Более 90 лет здесь чествуют ее лучших учеников. Сегодня Гнесинка – это целый образовательный комплекс со своей школой, училищем и академией. Отбор кандидатов на ежегодную премию проходил среди всех учреждений. Мы такой большой гнесинской семьей. Каждый выбирает себе лучшего ученика. По параметры они определяются. Мы определяем им стипендию, которую награждаем ребят. Но, как правило, это бывают отличники и уже лауреаты различных конкурсов. Это лучшие из лучших. За отличной учебой и яркой творческой жизнью Леры кроется большой труд. С 6 лет еще в Нижнем Куранахе она начала заниматься музыкой. Сольфеджио и класс фортепиано, концерты в Доме культуры «Металлург». Лера оттачивала мастерство и в Новосибирске. В Москве она часто выступает, дает концерты со своей группой. Якутянка отмечает, впереди новые музыкальные горизонты. В этом году Валерия оканчивает колледж и, не изменяя гнесинским традициям, она намерена поступать уже в академию. Все дисциплины музыкального типа у нас очень сильные преподаватели, которые ведут эти дисциплины. Ты заканчиваешь одно, и сразу хочется уже другое. Я думаю, что я продолжу дальше обучение, очень бы хотелось. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва.
Синие собаки из Дзержинска здоровы, активны и проявляют хороший аппетит. Об этом говорят в клинике в Нижнем Новгороде. Туда животные попали, наделав шуму в социальных сетях. Никита Конев с подробностями. Состояние голубых щенков, найденных в Дзержинске, нормальное. Их здоровье вне опасности. Об этом сообщили в ветеринарной клинике «Зоозащита НН» в Нижнем Новгороде, куда попали собаки. У животных удовлетворительно, они активны, у них есть аппетит, жажда, проявляют активность. Мы взяли у них общий анализ крови и биохимические показатели, к нам пришли они в норме. На прошлой неделе видео с животными приятного нежного синего цвета наделало шуму в соцсетях. Необычный окрас прямо-таки заставлял шутить как про героя известного мультика, так и при определенной стадии алкогольного опьянения. Впрочем, ответ на волнующий всех вопрос, как так вышло, что у собак шкура голубой стала, пока официально не озвучили. Наиболее вероятная причина – они переночевали у мешков с химикатами возле обанкротившегося завода «Оргстекло». Сейчас животные на карантине, их стерилизуют и отпустят. В клинике признают, несмотря на всю популярность псов, предложений забрать их из приюта в семью пока не поступало. Спорт будут пропагандировать через мультфильмы, появятся специальные налоговые вычеты для любителей активного образа жизни, а детским тренерам вернут статус педагогов. Правительство России сейчас активно прорабатывает механизм данных направлений. Законопроект уже принят Госдумой в первом чтении. Он предполагает, что вычет положен россиянам, купившим абонемент в спортзале. Максимальная сумма, которую зачтут в 13% подоходный налог, 120 тысяч рублей. То есть получить назад можно будет до 15 600 рублей. Положения документа должны вступить в силу с 1 января следующего года. Также, согласно статистическим данным, если 90% малышей от 3 до 5 лет буквально рвутся к физкультуре, то в возрасте от 6 до 12 четверть из них теряет к ней мотивацию. Поэтому нужна пропаганда занятий спортом с использованием СМИ, ресурсов мультипликации и проведения занятий в школах, считают в Министерстве спорта России. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.